мы живем в каком-то параллельном измерении, какой-то дополненной реальности. Если мы будем постоянно заботиться о будущем, то где же наша жизнь? Здесь и сейчас она должна быть. Вот это наше внутреннее «я», это наш дух, рух. Наши ценности не стоят ли музейными экспонатами? Невозможно изменить и построить будущее, убегая от него. А мы убегаем от себя? Потому что человек не отвечает за свои слова, за свои действия. Мы не живем историей. Мы взяли из истории некоторые факты и, постоянно говоря о них, но не воплощая в жизнь, девальвируем их. Это контент для внутреннего потребления. Не так давно мы с молодежью обсуждали тему настоящего и будущего. И я задала им вопрос, в состоянии ли мы трезво оценивать наше настоящее и есть ли у нас визии будущего. Одни считают, что нас определяет либо трагическое прошлое, либо мы увлечены мечтами о прекрасном будущем. Другие же уверены, что национальное сознание у нас выносится лишь по случаю, а каждый новый будничный день мы проживаем без относительно национальных перспектив и практик. То есть создаем вид. Сегодня же я хочу поговорить про наш сегодняшний день и про наше будущее с поколением, которое чуть-чуть постарше. В каких категориях мы определяем будущее? Селям алейкум. Алейкум. Для начала я бы хотел сказать, чтобы оценивать будущее, я об этом неоднократно говорил, что мы живем в каком-то параллельном измерении, какой-то дополненной реальности. И это началось не сегодня, не 10 лет назад, не 15 лет назад, может быть, в конце XVIII века. И оценивать сегодняшний день, находясь вот в таком состоянии, сложно. Сложно по каким причинам? Потому что мы потеряли вот эту вот связь времен, мы потеряли то содержание, в которое... Наверное, проще нужно говорить. Вот жизнь-то у нас тяжелая, временами была очень тяжелая. Ну, в принципе, у всех народов были тяжелые времена. Но мы научились в очень сложные критические моменты замыкаться в себе, потому что мы не могли изменить ситуацию. Но в этом есть свои плюсы, где-то мы сохранились как нация, там, хотя сегодня уже это не поможет ассимиляции. Но с другой стороны, уходя в себя, мы ушли от себя. И мы потеряли связь с этой реальностью. А невозможно изменить и построить будущее, убегая от него. То есть мы должны выйти из этой капсулы. Мы в состоянии себя диагностировать на адекватность времени? Да, вполне в состоянии. Это показывает, в принципе, и наше будущее поколение, которое уже принимает непосредственное участие в формировании нашей мысли, нашего будущего. Поэтому я думаю, что любые какие-то происходят, если качели в социуме в нашем, негативные и положительные, мы все-таки должны их принимать с гордо поднятой головой, анализировать, делать выводы, противостоять им и идти дальше. И, в принципе, мы это видим, что у нас это неплохо получается. Как и в историческом ретроспективе, так и в нынешних реалиях вполне. Мы справляемся с нынешним настоящим, который, в принципе, и формирует будущее. Мухаммед Бей сейчас сказал очень интересную фразу про то, что, формируя будущее, не стоит убегать от себя. Да? И в какой-то момент есть риски того, что мы могли потерять вот то содержание, которое у нас было. Согласитесь с таким тезисом? А мы убегаем от себя? Вот, у меня вот такой вопрос. Наверное, на мой взгляд, мы не убегаем от себя. Мы стараемся быть гармоничными, насколько это возможно. Мы стараемся быть... Говоря «мы», я, во-первых, в первую очередь имею в виду себя. То есть в первую очередь имею в виду себя, потому что я не могу отвечать за все общество. Как у нас обычно принято говорить, что от своего имени за всех? Да. Я вижу, что у нашей молодежи, у того круга, с которым я общаюсь, есть визии будущего, но все они построены на историческом опыте. И это нормально. И мы не убегаем от себя, мы приобретаем себя, мы обретаем себя
в этом мире как полноценные люди, как люди, которые не забывают прошлого, напоминают о нем постоянно и стараются развиваться. Мы это прекрасно видим. Развитие нашего... Мы идем, ладно, не в одну ногу с технологиями, развитием, но стараемся. У нас есть крымско-татарский контент во всем. То есть в YouTube есть, в других социальных сетях тоже мы можем видеть контент на крымско-татарском языке, исторический контент. В то же время выходят книги, к сожалению, маленькими тиражами, но они есть. И будущее наше основано на прошлом. Про будущее ли это весь тот контент, который мы делаем? Во многом он про прошлое. Да, во многом он про то трагическое прошлое, которое было. Но это нормально. Мы люди, даже мы еще то поколение, которое еще не пережило ту психотравму, которая была нанесена. А была нанесена серьезная травма. И я не знаю, сколько еще поколений должно пройти, чтобы народ в общем сумел пережить это полностью и пойти дальше. И смогут ли люди это пережить? Это историческая память. Ну, для того, чтобы пережить травму, говорят, нужно там жизнь 2 поколений как минимум, чтобы 3-е поколение уже чувствовало себя иначе и не сковывалось вот теми последствиями той травмы, которая обычно бывает, переживает общество, с которым 2 поколения прошло. 2 поколения прошло, но история подкидывает нам все новые и новые проблемы. Я думаю, что как-то сегодня мы не совсем, как правильно выразиться, не совсем ясно видим вот это настоящее, в котором мы живем. Потому что я поддерживаю Мухаммеда, как он сказал, что еще в XVIII веке мы вынуждены были уйти в параллельную действительность. Если бы мы, вот, опять-таки, как он сказал, не зашли в эту скорлупу, в которую мы вошли еще давным-давно, в тот момент, наверное, когда наша государственность была уничтожена, в тот момент одним из путей сохранения выбрали наши предки вот этот путь. Уйти в свой какой-то мир. Капсулироваться. Да, создать какой-то свой параллельный мир, в нем жить, сохранять вот эту вот духовную комфортность для себя и параллельно принимать реалии жизни, которые вот они были вокруг нас, рядом с нами. И такая тенденция, она существовала всегда во все времена, и я думаю, что сегодня тоже все-таки это есть. Это как, наверное, чувство самосохранения нашего. Поэтому во всех этих как сказал Тимур, есть у нас социальные сети, социальное общение и прочее, но я считаю, что главным нашим сохранением было это общение именно вот друг с другом, реальное общение, а не социальное. Мы, к сожалению, в социальных сетях что-то можем, какую-то фразу бросить, и не всегда мы видим лицо этого человека, и кто это сказал. И не каждый отвечает за то, что он говорит. И это приводит к тому, что человек не отвечает за свои слова, за свои действия. В нашем обществе это очень сильно наказывалось. Каждый человек должен был хорошо подумать, прежде чем сделать какой-то поступок, либо произнести какое-то слово. Он должен был понимать, что это вернется лично к нему, к его детям, но еще его внуки, правнуки будут отвечать за его действия, его эти слова. Сегодня, к сожалению, вот такого контакта нету. Сегодня, если мы старались, если где-то в семье есть старик, да, там, люди уже преклонного возраста, на байрам, пусть это не будет байрам, выходные дни мы старались приехать, их посетить, спросить «Алыңыз, хатырыңыз». Сегодня самое это если есть видеосвязь, по видеосвязи «Наптыңыз, неттіңіз», а если нет видеосвязи, то так от байрама к байраму «Байрамыңыз хайырлы болсын» или вообще отправить картинку, даже без слов. Мы пытались сохранить в капсуле все то, что весь тот опыт, который у нас был там накоплен поколениями, но выйдя из этой капсулы, мы потеряли и
какие-то правила коммуникации внутриэтнической, да, там социальной коммуникации, мы потеряли ответственность за то, что мы коммуницируем, да, и говорим. В общем, мы потеряли очень много того, что составляло ценности, и то, что составляло нашу мораль. Правильно я понимаю? Ну, может быть, не столько потеряли, сколько трансформировали это все. Но жизнь показывает, что не только у нас происходят такие потери, то есть трансформации. Любую культуру возьмите. Что-то переделывается, что-то меняется, что-то уходит на задний план, приходят какие-то новые правила поведения, обычаи. И поэтому здесь сказать, что мы что-то потеряли, но у нас есть литературный корпус, у нас есть музей, которым все это поддерживается, запечатлевается. У нас есть документальные фильмы, то есть индустрия работает на то, чтобы все запечатлеть эту память прошлого поколения. Но становится ли оно ежедневной практикой? Практикой чего? Практикой проживания всего того, что мы декларируем. То есть не стоит ли наши ценности, не стоят ли музейными экспонатами? Мне кажется, они должны жить, чтобы оно было жизнеспособным. Ну, как я уже сказала, все-таки это идет трансформация. Мы что-то старое трансформируем, подгоняем под настоящее, под будущее. Но опять-таки вот эта категория будущее, настоящее, прошлое среди крымских татар, я все-таки стараюсь всем говорить и все-таки даже детей воспитывать в том контексте, что будущее — это настоящее, о котором мы думали еще вчера. Я люблю приводить всегда только пример, да, например, японский язык мы возьмем, грамматику. Там всего лишь два времени. Первое — это прошлое время, и второе время — это настоящее будущее. Они только по контексту может определить, когда это настоящее имеется в виду и когда это в будущее. То есть это та нация высокоэффективная, высокоинтеллектуальная, которая живет, в принципе, в настоящем. А само слово «Япония» состоит из двух канзи. Если мы переместим их в обратном порядке, то будет это сегодня. То есть Япония мы читаем в одну сторону, а переводим назад, как сегодня. То есть давайте жить сегодня, может быть, немножечко не так уж, смотря вперед, в будущее. Если мы будем постоянно заботиться о будущем, то где же наша жизнь? Здесь и сейчас она должна быть. Мы здесь и сейчас живем? Ну, вот именно об этом я хотел сказать. Мне очень импонируют эти мысли, что мы должны жить сегодня. А чтобы жить сегодня и делать сегодня, вот сейчас критический период в жизни нашего народа, как в принципе во всем мире сейчас. Ситуация очень тяжелая. Плюс к нашим внутренним проблемам, неразрешенным проблемам в течение 30 лет. Там добавились проблемы региональные, глобальные. Мы это все понимаем. И у нас есть старый опыт, который работал в XIX веке, в начале XX, когда серьезная проблема, которую мы не можем решить, мы замыкаемся в себе. Я не сказал, что мы уходим от себя. Я сказал, что если мы будем постоянно убегать от проблем, а проблемы это и есть сегодня, то мы рискуем убежать от себя сегодняшнего. То есть мы рассказываем нашим детям о ближайшей, о более дальней истории. А что будут рассказывать наши внуки? Тоже о Челебиджихане? Мы же рассказываем детям про Челебиджихана. Да, но мы сегодня должны делать историю. Вот сегодня — это завтра. И в этом смысле мы должны выйти из этой зоны комфорта, из этой матрицы такой, я не знаю. Вот это самое главное, я считаю, на сегодняшний день. Не знаю, здесь я, например, не совсем согласна, потому что, находясь в матрице, если вы сказали последние 30 лет, да, находясь в матрице, получая постоянное противодействие нашему любому действию, мы достигли очень многого. Прежде всего мы вернулись, мы утвердились, мы заставили признать, что да, мы есть народ, и мы коренной народ этой земли. Мы, находясь в капсуле, сумели это сделать. То есть мы реализовываем стоящие перед нами препятствия и задачи. Мы это умеем делать. А я считаю, что с 87 года, эту дату возьмем, мы вышли из капсулы и начали делать будущее. Мы сделали шаг. И до 92-го, максимум до 95-го, большая часть народа уже вернулась. Вот это именно был тот такой, знаете, миг движения жизни сегодня, сейчас и сегодня. Это был итог пути наших родителей, которые на себе вынесли депортацию, и это была еще та инерция, которая в нас заложена. Они сюда стремительно шли, причем в любом шаге их шаге была цель в Крым, вернуться в Крым.
И вот мы благодаря им сюда пришли, потому что они были с нами, это поколение. И все-таки мы не были в капсуле на тот момент. Мы вышли из нее. У нас нет, смотря какая капсула, да? Кто-то очень долгое время, вот, ну, рассказывали старики, до 5-7 лет сидели просто на котомках. Ну, то есть вот бохчалар, да, то, что принесли, вот их там в какой-то барак загнали, и они сидят и не развязывают этот Вот завтра узел. нас вернут, да? Да, ярн хайтаджамас. А потом они вернулись, и они сумели объяснить народу, что ярн хайтмагачаримыз олмайджах. Возбугунен яшамах керекмас. И тогда эти котомки стали раскрываться, и тогда стали рождаться дети и следующее поколение. Поэтому вот это наше внутреннее «я», это наш дух, рух. А то, что мы делаем, это благодаря вот этому внутреннему. А это наш стержень, который дали нам наши бабушки, прабабушки, наши дедушки, наши родители. Фактически нашим родителям на момент депортации было от рождения там, 2 дня, 4 месяца, полгода и до 14, ну самое много, наверное, лет 16 было ребенку на момент депортации. Это вот они, эти дети, вот это поколение, у них отняли все. У них отняли детство, у них отняли юность, потому что они не могли поступать учиться туда, куда они хотели, а к знаниям наш народ. Поколение. А наш народ к знаниям всегда стремился. Многие из них не смогли реализовать себя как культурную единицу, да, там, стать тем, кем они хотели, потому что перед ними закрывались все эти двери. Ну, вот вы сейчас сказали такую фразу «потерянное поколение». Да. Я вот вижу, что отчасти будущее поколение, которое примерно 20-летние, может, чуть младше, они, к сожалению, идут в некоторой степени, не все, абсолютно не все, они тоже потерянное поколение. Приведу пример. Не так давно возле парка Салгирка есть памятник депортированным. И всегда туда возлагаются цветы на 18 мая. И не так давно, несколько месяцев назад, прохожу я там мимо, и идут 2 молодых людей, которые разговаривают, и обратили внимание на этот памятник. Представитель нашего народа. И один у другого спрашивает: а что это? А второй отвечает: не знаю, СНГ какое-то. То есть такие примеры тоже есть. Есть примеры кардинально противоположные, я не спорю. И это прекрасно. Но, к сожалению, работа вот над историей, над тем, чтобы молодежь помнила о прошлом, ее мало, ее недостаточно. Во-первых, давайте определимся с понятиями. Есть устойчивое понимание содержания потерянного поколения. Это поколение, которое было лишено возможности реализоваться. Да? Потерянное поколение не в смысле для какого-то общества, не знающее что-то, да, а то, которое не смогло реализоваться. То есть этот термин был введен в первые послевоенные годы, после Первой мировой войны. Да. И вот то поколение, которое было переломлено войной и всеми этими трагедиями, и страхами и прочими личными трагедиями в том числе, оно, в общем-то, не смогло больше восстановиться и, возможно, там, стать кем-то. Да? Они стали просто ли поколение в этом контексте, в котором вы сказали, потерянные, я бы не говорила это не потерянным поколением, я бы называла это скорее, наверное, поколение, которое не помнит своего прошлого, скажем так, с которым не проговорено. А есть ли будущее тогда? Мне сложно сказать. Будущее, оно всегда есть. Вопрос, какое оно, понимаете? Будущее наступит, хотим мы этого, либо не хотим, с нами оно наступит, либо без нас, но оно наступит. Желательно, чтобы с нами наступило. Что будет таким, каким мы его сформируем. Да, это во-первых. А во-вторых, понимаете как, мне иногда кажется, что постоянная жизнь вот в этих вот исторических параллелях, она, обесценивает, что ли, важность тех исторических событий, которые мы пережили, да? Содержательность тех исторических событий, которые определяют наш сегодняшний день и уж тем более завтрашний день. Вот у меня есть такое ощущение, что, это, знаете, как
постоянно предлагать одни и те же вещи, но когда у тебя, простите, все в золоте, да, то его ценность перестает быть, то золото перестает быть драгоценным металлом, оно просто становится обыденностью. И вот это вот наша постоянная апелляция к истории, которая не становится нашим каким-то багажом, да, не становится каким-то сундуком, где есть наши практики, а становится просто нашей ежедневной жизнью. Она, мне кажется, вот не включает в себя вот то, о чем вы говорите. Вы знаете, я, может быть, так витиевато про свою мысль. Сейчас вспомнила прекрасную фразу, к сожалению, автора забыл. Но фраза, контекст был такой, что исторически люди делают лишь одно. Они повторяют одни и те же ошибки. И мы продолжаем повторять одни и те же ошибки всегда. Насчет возвращения, ну не всегда ошибки, может быть где-то ошибки, где-то не ошибки. Вот я комментарий сделаю по этому поводу и вообще возвращение к истории. Мне кажется, вот мы говорим, что мы возвращаемся к истории. На самом деле мы не возвращаемся к истории. Вот если проанализируем, вот 90% мы говорим о насильственной депортации нашего народа и о определенных моментах о трагической гибели Нумана Челебиджихана, но даже возьмем национальное движение крымских татар, наше национальное движение, вот было два основных течения, то есть или люди придерживаются этого течения, относясь к этим чуть ли как еретикам, или другого. Но где Исмаил Гаспринский, кроме Дильде Фикердеевича Теберлик, его мысли, его жизнь, его работа с сегодняшним днем, завтрашним днем, где Чобанзаде? То есть мы не живем историей. Мы взяли из истории некоторые факты и, постоянно говоря о них, но не воплощая в жизнь, девальвируем их. Вот то, что вы говорите. Это содержания нет. То есть, по сути, история же циклична. Ее надо знать, но мы ее не знаем. Мы ее, вот как я сказал, а это и не есть история, это полузнание истории, которое не можем проецировать на свою сегодняшнюю как бы реальность. Ну, соответственно, будущее, конечно же, есть у личности каждого, но мы же говорим о национальном будущем. Вот если человек не знает сегодня там, языка, большей части, допустим, люди не знают своего языка, не говорят на языке. Вот мне дискомфортно, что я не говорю сейчас на своем языке. Да. И вместе с тем люди не знают даже ближайшей истории, не знают о насильственном выселении крымских татар. Конечно, как бы о будущем национальном говорить тяжело в условиях глобализации. И, наверное, возвращаясь к этой спирали, да, которую мы постоянно повторяем, да, мы говорим об Исмаиле Гаспринском, мы говорим о Бекир Чобанзаде, Нуман Челебиджихан. Мы говорим о них, о событиях, в которых они жили. Но мы редко говорим о том, что они говорили и как они писали, то есть как они видели наше будущее. Об этом говорят мало. Об этом говорят единицы, узкий круг, научный круг. Либо те, кто болеет этим, либо кто видит в этом выход. Мы говорим о них. И глубокая традиция потеряла уже весь трансформация, она идет, потому что вот вы сами говорите, что где-то теряется, где-то не рассказывается, не совершается действие не в том контексте, в котором это в принципе должно быть. Ну, давайте глянем на историю. Да? 20 век, век прогресса, когда человечество-то сделало скачок, когда появились фабрики, заводы, короткие юбки, потому что это требовало того ГОСТы, чтобы не зацепиться длинными юбками за какие-то станки. Да, эмансипация, феминизм и так далее. Поэтому здесь идет трансформация, хотим мы этого или не хотим. Почему нынешнее поколение несколько игнорирует, мягко говоря, те традиции, культуру, которая были у наших тех же Битаек и Харбабаек, да? Но, может быть, я скажу очень крамольную мысль, но я скажу в защиту нынешнего поколения, что сейчас молодежь живет в таком расщепленном мире. С одной стороны, да, крымских татар реабилитировали, предоставлены льготы всевозможные, изучение родного языка в школах, например, да, третий государственный язык. Но с другой стороны, да, но с другой стороны, везде императивы. Во-вторых, мы сейчас живем
ну, может быть, это будет слишком грубо сказано, но в неком таком некроинформационном поле, когда мы слышим о войне, о газе, о ковиде, то есть везде у нас перенасыщена информация негативом, и негативом, который именно вот идет по границе жизни и смерти. И новому поколению хочется, в конце концов, жить. Поэтому, правильно сказали, мы начинаем интересоваться прошлым ближе к 30-40 годам. Потому что до этого времени максимализм юношеский, любовь, весна, хочется жить и жить на максимуме. И поэтому традиции для нынешнего поколения, ну, они не сотрутся вот совсем на корню. Они об этом вспомнят через 30, когда будет ближе к 30-40 годам. Поверьте, они придут к этому. Да, они немножечко, может быть, будут переделаны, что-то мы утратим, но с другой стороны мы можем что-то и свое придумать, да, свое крымско-татарское. Чеберек-пати, например, тот же, да, или еще что-то. Но не сказать, я не могу сказать, что все традиции у нас, они закостенелые. Если вот так вот брать исторически, да, допустим, с Крымского ханства по... 44-й год взять, допустим, да, все равно же они где-то трансформировались, они где-то подгонялись под нынешние современные те реалии еще. И традиционно, то они пластичны достаточно, потому что они отражают то время, в котором живет нынешнее поколение. А те традиции, которые мы сейчас соблюдаем, они немного будут уже неприемлемы следующему поколению и так далее. Нет, я абсолютно сегодня не призываю опять становиться к ткацкому станку и к чему-то еще тому, что было тогда, и те же Бахар Сауд и прочее. Я к этому не призываю. Я почему говорю, я и молодежь не обвиняю, ведь виноваты в этом их родители, потому что они это не привили. А у нас эта опция всегда опускается. Вот у нас сразу виновата молодежь. Нет, я абсолютно молодежь не обвиняю. Я обвиняю, ну как обвиняю, даже не обвиняю. Я говорю, что родители это не привили. А давайте теперь опять вернемся к этим 30 годам, в которых мы жили. Я, наверное, немножко защищу защиту родителей, хоть и родитель. Ну, опять же, мы сейчас говорим про молодежь, родители которых родились или были подростками в плюс-минус в 90-е годы. То есть это потерянная нить идет от бабушек и дедушек той молодежи, которая есть сейчас. Возможно, в какой-то степени они не уследили за тем, чтобы привить что-то своим родителям. Вы эту нить свою протягиваете. Давайте скажем прямо. В том, что мы не знаем родного языка и своих традиций, мы должны винить наших хардбабалар и харддеделерна. Так получается? А кто, по сути, должен по большей части... Кто по большей части воспитывает детей? Родители обычно работают. Зарабатываю вот деньги. Как раз я вот эти 30 лет и говорила. Получилось 87-88 год, массовое возвращение крымско-татар на историческую родину. Массовое возвращение. То есть наш уклад, да, у нас есть дом, у нас есть семья, у нас есть ближние родственники. Вот это вот состояние ближние родственники и состояние, что мы должны всем родом там находиться друг возле друга, мы сохранили. Потому что вот эти компактные места проживания крымско-татар, если вот на улице ребенка остановите, спросить «Сенің битан, харбабан», там «Эмджен, даин, тизин, яханда бір ерде отралар», начинают указывать на двери всех этих близких родственников. То есть это у нас сохранилось. И это очень хорошо. Мы это знаем. Это наша зона комфорта и безопасности. Это у нас сохранилось. На самом деле, вот эта беседа, которая сейчас случилась, она очень, ну, скажем так, показательна. Как у нас вообще происходит, ну, скажем так, разговоры о настоящем и будущем? Потому что мы сразу возвращаемся назад в прошлое. Опыт, мы своим опытом делимся, который у нас есть. Да, но сегодня смотрите, жизнь требует другие реалии. Ну, еще, знаете, вот почему-то у многих выпадает такой момент, что, в принципе, когда мы вернулись, вот то общество, где мы жили, оно было более для мусульман, тюркоязычное. А приехав сюда, мы окунулись в совершенно иное социокультурное общество. И то уже 90-х, допустим, годов поколения, они видят, можно жить, оказывается, ну, по-другому. Да?
Там кто-то с кем-то не поздоровался, мимо прошел. Перекрасил волосы, можно брюки одевать, покороче юбку и так далее. То есть, опять-таки, мы не настолько закапсулировались, мы не в таком гетто оказались. Да. Ну, своего рода, да, конечно. А мы без этого не можем быть. Да. Это либо же это будет развитие любого общества. Да, либо это гетто, да, которое окружено вот своим забором ментальным и никого не пускает туда. Либо же мы адаптируемся. А крымские татары достаточно тоже пластичная нация, которая перенимает что-то и обучает. Слишком адаптируемся и забываем про то, кто мы есть, да, про свое внутреннее содержание. Давайте вернемся к тому, ну, скажем так, настоящему, о котором мы говорили, как будущее наше, да, то есть проживая каждый день, мы в любом случае, каждый настоящий день, мы в любом случае формируем какой-то образ уже завтрашнего дня, или это становится, да, фундаментом завтрашнего дня. Мухаммедбей, как бы вы сформулировали сегодняшний день, чем мы сегодня живем? И что для нас, для всех легитимно в этом дне, а что не воспринимается всеми как, ну, нечто общее, как нечто, да, понятная для всех идея, скажем так? Ну, мы много сегодня говорили термин капсулирование, каждый в него свой смысл вкладывает, и немножко, наверное, я не до конца объяснил. Во-первых, я не считаю, что период возвращения и проживания в Узбекистане, в местах насильственного выселения было периодом закапсулирования. Нет. У нас было первое закапсулирование, это 18 век, Исмаил Гаспринский с ним боролся. Потом второй начался, это, наверное, после 2014 года. Но это другое. Капсулирование – это другое. Есть еще другое. Когда мы живем, мы не капсулируемся. Во-первых, скажем так, в хозяйственном, бытовой жизни мы отлично ладим со всеми окружающим миром, в экономике, в культуре. Тут вообще проблем нет. Вот именно в социально-политическом дискурсе это, наверное, не капсулирование, а такая, знаете, вот параллельная реальность. Вот мы в ней живем. Вот этот тон нам задали там, в 90-х годах, и вот мы в нем и живем. Вот есть реалии, есть общество социально-политическое, есть государство, а есть мы. И этот тренд продолжается. Это немножко разные вещи. И то есть сегодня у нас еще к тому опять вот эта вот болячка капсулирования еще к нам сейчас опять вернулась. Она сейчас. Потому что тот героический поступок, который сделали наши отцы и деды, возвращаясь, и мы жили в землянках. Вот родители обливали себя бензином, чтобы отстоять этот клочок земли. Какое капсулирование? Это не капсулирование, это борьба. Вот самая передовая. Это шаг вперед на тот период. Да. Потом, сегодня мы не можем оценить реальности сегодняшнего дня, как локальные, так и глобальные, потому что мы опять, как вот эта старая наша привычка, мы опять уходим в себя и живем в своем... Вот сейчас капсулирование. И, соответственно, мне кажется, общество наше, не говорю личности, не может адекватно оценить как ситуацию локальную, так и глобальную. И об этом. Задачи нового поколения. В чем тогда они будут состоять? Задача нового поколения, на мой взгляд, вот у нас есть опыт национального движения. Это величайший опыт. То есть он опыт башенный мамский рек. Но, к сожалению, сегодня этот инструментарий именно в этом формате работать не будет. Нужно менять, методологию нужно менять. Не нужно... Тот, кто меняет идеалы, вот там такой, знаете, вот в цивилизованных обществах тысячелетия не меняются идеи. А у нас, то есть каждые 70 лет приходит новая идеология, идея, допустим, это вот страны третьего мира, им навязывают всякую идеологию, как вот коммунизм пришел, к примеру, да, и они все отказываются заново. Проблема, нельзя менять идеалы и идеологию. То есть она такая, даже не идеология, идеалы. А вот методология, над ней надо работать. Если сегодня я бы использовал термин, я уже говорил о ней, культурно-экономическая экспансия. Вот во всех отношениях. Это стартапы, это развитие, это культурные проекты. Сегодня в количественном смысле, если мы будем старыми методами пытаться сохраниться от ассимиляции, мы не сохранимся. И опять повторюсь, щепотка краски может покрасить бочку воды, если мы найдем свой цвет и найдем методологию, чтобы донести до нее
любыми путями. Вот сегодня стоял на улице, подошел человек, поздоровался, ну, как бы завязался разговор на чистом крымско-татарском языке, и он говорит, вот у нас в районе сейчас начали все практиковать магазины, кафешки, называют именно вот крымско-татарскими именами, названиями, да, и именно сел этих, топонимику восстанавливают таким образом, и мне сразу в голове мысль, а ведь можно же тоже там какой-то уголок сделать, историю этого села. Вот это, то есть, если предприниматели вот за эту вещь возьмутся, уже какая популяризация. Методологию нужно менять. И нужно... Хорошо, у меня вопрос. Вот вы сейчас говорите о том, что можно вот историю села, а вы этому человеку это сказали? Конечно. Мы с ним 2 часа общались. Просто обычно у нас, как бывает, мы начинаем все прекрасно умничать, прекрасно все знаем и прекрасно умеем советовать, но мы не можем объяснить тому человеку, что в его руках это сделать, в его руках сделать историю, вот написать краткую историю села, если это какое-то старое, на своем магазине, да, допустим, и чтобы приходящий смог прочитать буквально даже 3 факта, 5 фактов интересных, чтобы человек заинтересовался. Вы говорили про культурно-экономическую экспансию, но для того, чтобы, ну, скажем так, доминировать, да, мы идеями или смыслами, или финансами мы умеем доминировать. У нас это очень хорошо получается. Как любой народ, который там жил очень долго в состоянии выживания находился, он очень быстро адаптируется и очень быстро улавливает какие-то тренды, да, которые позволят выжить. Но вот доминировать смыслами у нас как-то очень плохо получается. Получается плохо, потому что у нас нет вот какой-то веры в себя. Есть у меня такое ощущение. Вам не кажется это так? Вот именно здесь... Я наоборот... Я считаю, вот именно здесь, вот я горжусь за свой народ, я в нем уверен. У него есть силы давать смыслы. И даже если мы просто сравним, вот то культурное развитие, которое сегодня у нас есть, ну, начиная там всевозможных социальных, культурных проектов, даже в том поле, где мы живем, в государстве в этом, я думаю, что мы не то, что не хуже, а может даже на шаг впереди многих республик. Но это же не доминирование. Я бы хотел сказать... Это контент для внутреннего потребления. Уж простите, так просто скажу. Я хотел бы сказать, что смыслов у нас слишком много. Вот каждый человек пытается донести свое, но у нас нету другого. Мы не умеем друг друга слышать. Угу. У нас проблемы коммуникации. Дальше. И когда есть много... к примеру, когда проходит какой-то брейншторм насчет любой темы, и все накидывают, скажем так, какие-то мысли. И если эти мысли вот просто лежат на столе, условно, их много, это просто куча. Но если выбирать оттуда какие-то определенные и развивать их, то тогда вот будут смыслы, которые нужны для народа. У нас есть куча. Слушайте, кучу мы можем генерировать регулярно в день по 5 раз. Но проблема в том, что я же говорю, что все, что мы производим и потребляем, у нас производится для все, что мы производим, у нас для внутреннего потребления. Вот опять мы сейчас начали говорить про экспансию. Мы говорим сейчас про экспансию, опять мы вернулись внутри себя. Оставим сейчас внутри себя, мы так или иначе разбираемся. Наши смыслы не покоряют тех, кто в общем-то, вокруг нас. Почему? Наша вот эта экспансия, которую вы сказали, да, давайте мы вернемся к экономическому. Мы придем к нашим кофейням, да, Хаве. Будь то Кезлев, будь то Ахмечет, это середина, будь то Бахчисарай, ну и так далее, разные регионы. Они не пустуют. И основными клиентами этих заведений не являются только крымские татары. Это большая пропаганда того, и они все-таки держат мысль, и они сохраняют вот эту идею, что оно является частью культуры одного народа. Мне кажется, там не хватает одного звена. От того, что это вкусно, красиво, и то, что это является продуктом этой земли,
и что рядом стоящий ханский дворец – это история одного народа, и вкусно, и имеет некую политическую традицию, вот это вот все, что должно заполнить некая социальная идея, которая может доминировать, у нас вот как раз-таки вот эта опция и пропущена, как мне кажется. То ли по причине невозможности коммуникации друг с другом, потому что мы накидываем массу интересных идей и смыслов, но не можем их масштабировать и реализовать, и у нас получается продукт для внутреннего потребления, то ли по каким-то другим причинам, а вроде бы мы следим за всеми трендами, которые у нас происходят, и вроде бы мы трансформируемся, да, в современном времени мы как-то себя оставляем, точнее, какой-то свой след. Но что с нами происходит, что нам не хватает какой-то толики уверенности для того, чтобы не просто экономически, да, доминировать и присутствовать в каком-то пространстве, но еще и в смысловом пространстве. Ну, давайте я вот скажу. На самом деле вот у нас есть продукт, и он хороший продукт. И касаемо, допустим, вот, Крым это однозначно. То есть мы умеем делать номер один. И это не только общепит. Мы умеем делать хороший продукт. В этом нет сомнения. Но другой момент, вот слово масштабирование правильно, нужно планку повышать. И повышать ее нужно максимально глобально. Сегодня, вот допустим, я-то езжу, много вижу, я наших, допустим, крымских татар в разных странах, других странах, которые занимаются крупным бизнесом, и они в своих отраслях, очень много крымских татар, которые номер один, number one в своих отраслях. Есть люди, которые, может быть, это не тема дискуссии, формируют цену в определенных продуктах на европейском рынке. У нас есть опыт дать хороший продукт. Но что касается нас, вот крымских татар, проживающих в Крыму, мы должны поднять планку. Вот у нас IT-направление очень хорошо развивается. И у нас очень много хороших специалистов. У нас декоративно-прикладное искусство, очень много чего у нас хорошо развивается. У нас культура развивается. А вот когда бывает успех, вот когда междисциплинарный подход, когда вот IT объединяешь, там, и декоративно-прикладное искусство, IT-медицину. Для этого нужно коммуницировать. А у нас эта опция провалена. Ой, нет, она провалена на общественно-политической, скажем так, площадке. В бизнесе люди договариваются очень хорошо. Это и есть модель, понимаете? Вот все то, что происходит, это, знаете, как реверсное движение, да? То есть общество рождает ту элиту, которую она способна родить. И, тут через голову не перепрыгнешь. Поэтому та модель взаимоотношений, которая есть в политических процессах, да, она и в обществе точно так же реализуется. Когда, скажем так, оппонирование друг другу, применю ваши же слова, которые вы у нас однажды на Меркезе сказали, да, что мы постоянно в оппозиции друг к другу, оно у нас и внутри, скажем, в обществе это происходит. Мы постоянно оппонируем друг другу. Но не в бизнесе. Там другие правила, там математика. Возможно. Но мы же, чтобы масштабироваться, это должно работать все в комплексе. У нас с этим проблемы. Проблема там, где нет математики. Такой негатив пошел, прям аж... Это не негатив. Нет, это негатив, это просто реальная оценка. Смотрите, вот вы сказали Бахчисарай, да, и вот эти вот кафе, которые рядом. Бахчисарай – это тот источник, который является сегодня, скажем так, точкой отчета нашей глубинной культуры. И вообще вот то, что есть музей, и то, что есть эти учреждения, они несут свою определенную задачу и сохраняют в себе культуру нашего народа, ее пропагандируют и прочее. Но вот, например, если поговорить, опять-таки, мы говорим о себе, да, вот о своем народе. Я проработала некоторое время в Крымстарском музее и для себя сделала такой вот срез информации. 2014-2015 год. Идут крымские татары в музей, ведут своих детей 3 года, 5 лет, 10, 12, 15, идут на мероприятия, приходят, просто смотрят выставки. Год 16-17, те, которым было по 14, по 15, они уже школу закончили, ушли учиться. Уже они так реже появляются, родители их уже не появляются, которые приходили. А следующее поколение не подтягивается. Год 17-18, фактически выставки делаются впустую. Приезжают не крымские татары, им это интересно, они смотрят, они изучают.
А наш вот этот поток, вот эти родители, которые за руку приводили детей на различные мероприятия или просто посмотреть музей и выставку, их все меньше и меньше. Ну, 19-20 там в связи с этим ковидом. Я хочу сказать, что вот то поколение, которое, мамочки я имею в виду, которые за руку приводили, мамочки, папочки, которые за руку приводили, они подвыросли, а следующие почему-то не подросли, которые точно так же должны вести своих детей. У меня другая гипотеза. Мне кажется, что в 2014-2015 году это было спровоцировано событиями. А до этого тоже ходили до 14-го, до 15-го, все мероприятия, все происходило всегда массово, всегда люди приходили, какие-то там событийные и все прочее. Там совершенно другой план был музейный. Но вот эти годы, и чем дальше, тем оно глуше. Пытались сотрудники обращаться в школы. Очень тяжело работать со школами, носящими статус крымско-татарский язык и литература. Тут другая проблема есть. Вот почему, допустим, музей не посещают, да? Вот до примерно 16 года были молодежные организации крымско-татарские, которые собирали довольно активную молодежь вокруг себя и проводили лекции те же, условно, в музее. Но это молодежь. Да, молодежь. Это молодежь. Я говорила о родителях, о молодых родителях, которые вели своих детей, о руководителях там, кружков различных, которые целенаправленно вели своих воспитанников. Это была специальная такая программа и цель. Сейчас коллективов очень много. Сейчас вы знаете, вот это все звенья одной проблемы, да, и вот эта вот связь поколения, то, что вы говорите, да, и передача той ценной информации, так или иначе, оно рано или поздно оно отразится на проблеме понимания. У нас и так есть проблемы коммуникации, да, но еще это отразится на том, что мы будем в разные понятия вкладывать разные смыслы. Мне важно еще один момент проговорить. Это про те дефиниции, которые мы употребляем, говоря о нашем и настоящем, и прошлом. Да? У меня есть определенный список, скажем так, понятий, которые, как мне кажется, являются какими-то осевыми для нас. Да? Там, например, республика, берлик, правда, справедливость. И вот есть ощущение, что не все понимают содержание уже этих понятий, с одной стороны. С другой стороны, есть необходимость проапгрейдить эти понятия. Да? Почему? Потому что вот в том контексте, в котором они говорились в свое время, сегодня либо этого недостаточно, либо нужно добавлять какие-то нюансы, либо просто переосмысливать эти понятия. Ваш журналистский опыт о чем говорит? Этих понятий, в принципе, достаточно, я считаю, но просто есть, опять же, проблема понимания. У нас мы не понимаем, когда мы говорим... Сейчас модно говорить о какой-то национальной идее, да, допустим. Но понимаем ли мы, что значит национальная идея? Какая она у нас? Сформулирована ли она у нас вообще? То есть отличаем ли мы эту идею от тех целей, которые мы хотим достичь? Мне кажется, что вот понятие национальной идеи у нас в принципе не сформировано. Его нет как вида. У нас есть цели. У нас есть цель там, автономия, у нас там есть цель, не знаю, изучение максимально крымско-татарского, чтобы везде по максимуму было. Это все цели. Но это не перерастает в глобальную идею. Но это не перерастает в глобальную идею. Они как-то вот оторваны друг от друга. Мы всегда забываем об одном. На кого ориентируется это все? На поколение будущее. А есть хорошая теория, мне она очень нравится, но она больше используется в маркетинговых каких-то процессах. Это межпоколенческая теория. Вот сейчас поколение, там альфа, бета, они в себе. Они эффективны для себя, у них свое «я». И это поколение, вот нынешнее, которое идет, да, 20-летнее, их больше будет интересовать проблемы экологии, чем, допустим, проблемы той же республики в крымско-татарском вопросе. И поэтому здесь, если поднимать вопросы такие, как Берлик, республику,
надо уже ориентироваться на психологию вот этого вот поколения, которые более эгоистичные, более центрированы на себе. То есть что ты сможешь сделать и что тебе даст это, а не так, что мы все вместе, вот это вот мы объединяющие. Люди не хотят. Я не говорил, что мы все вместе что-то. Нет, более индивидуальный подход мы должны должен быть вместе, да, но мне очень нравится, что есть различные мнения. Это прекрасно. Когда есть разность мнений, это значит, что народ еще живет. Боюсь, что у нас сейчас не каждый может выдать мнение либо суждение, у нас каждый выдает эмоции пока что, которые пытаются упаковать в суждение, к сожалению. Еще, наверное, мы должны подкреплять это все фактами. Еще, наверное, нам нужно учесть одну тенденцию. Еще 2012 или 2013 год был семинар для библиотекарей, то есть для определенного круга людей. И они тогда уже думали, каким образом привлечь ребенка, чтобы он читал. Потому что интернет и все прочее, оно забирает время, ребенок отрывается от чтения и прочего. И тогда приезжал с Киева профессор, доктор психологических наук, и он говорил, мы должны понимать, что сегодня рождается новый человек, новое поколение. Они информацию воспринимают по-другому. У них видение того, что видим мы, совершенно другое. Если мы хотим быть с ними рядом в одну ногу, мы не должны их к себе оттягивать, а мы должны бежать за ними. Вот это мы должны учитывать. Почему я говорю, если мы в семье говорим о нашем исконном, то они на улице в идее они сформируют правильное, имея опыт домашний. Если они дома не получают вот это свое глубинное исконное, то на улице они начинают искать чужое. И начинают его на себя надевать, а оно не идет им. Это не их. А своего, взятого из своего личного опыта, у них нет. Поэтому я думаю, что сегодня вот мы должны это учитывать, мы должны понимать, что новое поколение уже родилось, это новое поколение уже растет, они совершенно по-другому воспринимают мир. А мы должны научиться вот тот багаж, который мы имеем, те знания, научиться дать им. Пока они маленькие, пока они в школе, им это интересно. Им все интересно. Как говорится, напишите заявление о том, что ваш ребенок не хочет изучать крымстарский язык, да, в школе. А почему я не могу написать заявление, чтобы мой ребенок не хочет изучать там, любой другой предмет? Не буду обижать никакой предмет, но любой другой. Он с удовольствием его не будет изучать. Потому что это так сложено, это школа. Ребенок по-другому все это воспринимает. Поэтому сегодня, я думаю, наша задача показывать ребенку, что у нас есть, чего мы достигли. И рассказывать ему о том, что ему очень близко. То есть родители. Самое близкое — это его родители. Родители его родителей. Вот если в доме у ребенка формируется его личность, как он «мен хырым татар», «мен гурурланмах кереком», а дальше он, имея вот этот вот данный ему новым временем, новым рождением, данный ему опыт или эти возможности, он это все будет воплощать в жизнь. Я думаю, что должны сегодня... понимать, почему ребенок должен гурурланмах тем, что он хырым-татар. То есть, потому что так требуют предки. Но почему? Требования от того, поколений. что некоторые физиологические процессы произошли, и ты родился вот тем, кем ты есть, либо ты должен донести до него, либо просто потому, что мы должны вот я крымский татарин, я вот горжусь этим. Но тем, что ты родился крымским татарином, твоей заслуги в этом мало. Здесь гордость же не потому, Тут что нивелировать другие какие-то народы. Понимание того, почему ты должен гордиться этим. Безусловно. Во всем понимании. Вот это и есть понимание. Если до него не... у нас есть это? Во-первых, хочу сказать, что молодежь, вот мне очень нравится, импонирует современная молодежь. Да, у нее есть интересы свои, свое понимание, но вот именно с такой молодежью можно добиться КПД. Вот когда мы говорим, что вот если мы не нужно им сейчас продвигать крымских татар,
Они пусть как крымские татары продвигают свой бренд, свои идеи, свои проекты. Поднимая их, они поднимут свой народ. И им напомнят потом, что они крымские татары. Будут подделываться под другие какие-то... Если человек, ну, я так скажу, татары. Слабые люди, бесформенные, бесхребетные люди великих дел не делают. И они ни под кого не подстраиваются. И если, потому что вот ответственность, невозможно дать ответственность. Тот, кто хочет ее взять, он ее берет и делает. Что касается правды, там какая у всех своя правда, вот в наше время тяжелая. Я считаю, что правда, это общечеловеческие ценности. И в нашем случае это религиозные ценности. Оно не может быть разное. Правда, она одна. А что, если мы хотим найти правду в общественно-политических тезисах, то там не надо правду искать. Там есть интересы национальные, глобальные, наднациональные. Нужно понимать, где правду искать. Личностные, субъективные. Берлик — это тоже понятие берлик. Оно заезженное у нас получается, но для нас берлик — это прежде всего это общечеловеческие ценности. Не надо учить людей берлику. Когда мы возвращались, кто-то кого-то учил, что в домах там на полу стелили там миндеры и спали по 20 человек. Выходил человек в центр и сказал: «Йохмахам татары, эвичарэда». Это человеческие вещи, и оно в основе нашей религии. А мы дискутируем на эту тему. Берлик, некем был берлик, Аллах. Слушайте, ну если у нас еще с 19 века этот тезис звучит, и все он еще актуален, значит, у нас есть какая-то проблемная зона в этой истории. Действительно, содержание некоторых наших традиций, оно очевидно, оно давным-давно утеряно, но мы не делаем ничего, чтобы проапгрейдить эти традиции, это содержание и в новой форме предложить новому поколению. Возможно, поэтому у нашего будущего такое некрымско-татарское проявление. И некоторых из нас это триггерит. Но в любом случае, рано или поздно, если создавать содержание, оно проявится в нашей крымско-татарской форме. И наверняка может масштабироваться и доминировать. Чох сагунус, это был проект Меркес, Горушкенджи.